Вопрос о вакцинации против полиомиелита весной и летом встает наиболее остро, так как в этот период вероятность заразиться в разы выше. В зоне риска находятся главным образом дети в возрасте до 5 лет. Единственный способ обезопасить маленький неокрепший организм – своевременная вакцинация. Полиомиелит – инфекционное заболевание, которое передается как воздушно-капельным, так и оральным путем. Заразиться можно от заболевшего ребенка или вирусоносителя через немытые руки, грязные предметы, при вдыхании аэрозоля, образовавшегося при кашле и чихании. Инфекция попадает в организм через ротовую полость и размножается уже в кишечнике. Последствия полиомиелита серьезные и необратимые. Это очень опасное вирусное заболевание, которое приводит к поражению нервной системы, поражает нервные клетки, приводит к параличам и парезам. Врачи неустанно повторяют, что никакой опасности вакцина не представляет, а сам вирус полиомиелита может принести немало проблем. Многие боятся, что после прививки у детей возникнут осложнения, но практика показывает, что процент таких случаев минимален, тем более, что перед прививкой врачи обязательно проводят осмотр. Температуру измеряем, горло смотрим, легкие проверяем, кожные покровы также смотрим. Лимфатические узлы пальпируем, смотрим, увеличены ли они, болезненность есть ли нет. Туровые вакцинации, по итогам которых получают прививки более 90% от всего числа подлежащих вакцинации, в республике проводятся стабильно. Выездные бригады проходятся по всем домам соответствующих участков. В специальных переносных медсумках врачей есть все необходимое. Первый тур иммунизации в этом году уже прошел. Он длился с 7 по 15 апреля. Второй этап начнется 12 мая. Родители, настроенные против вакцинации, встречаются все реже. Хочется отметить, что люди стали более осознанными и более понимают серьезность вот этой прививки и приходят на вакцинацию. Вопрос хранения вакцин щепетильный. На случай сбоя электроэнергии в больнице стоит генератор, а в прививочном пункте идеальная чистота. Все вакцины в амбулатории всегда в наличии и хранятся, как и положено, со строгим соблюдением температурного режима. Врачи настоятельно советуют не пренебрегать живой вакциной, ведь она намного эффективнее. Вакцинация проводится инактивированной вакциной и живой оральной вакциной против полиомиелита. Инактивированная она защищает иммунитет, но не полностью. Именно от дикого вируса защищает именно оральная живая вакцина. Поэтому мы людям, объясняя это, и хочется отметить, что они более сейчас, вот в этот тур, больше мы охватили именно оральной живой вакциной. Твердая иммунная прослойка и 95% привитых. Только так можно противостоять вирусу. В целях коллективной иммунизации планируется охватить всех детей в возрасте от 3 месяцев до 14 лет. Это более 120 тысяч человек. Медики просят родителей не пренебрегать здоровьем малышей и приходить на иммунизацию. Хадиджа Ивлоева, Мухаммад Яндиев, Магаз 24.